Я лично обратилась к директору своей школы, и он обращается к соцпедагогу, который занимается именно учениками, которые находятся в нужде. Не только они, но и их семьи, да, финансовое состояние очень сложное. И у них был уже список, то есть в архиве, в базе данных, и из них уже самые остро нуждающиеся нам отправили, получается. И почти так по всем регионам, по всем школам, которые нам отправляли. Мы, получается, собрали 27 девайсов, из них распределили по 5 школам. И именно в Талас я сама, получается, на днях уже отвела 5 штук телефонов. Большую часть ноутбуков нам дали, получается, бишкекская феминистическая инициатива, за что им огромная благодарность. Также бывали люди, которые с Москвы отправляли, наши сограждане, с Германии, с Америки, сами простые студенты. Именно вот этот проект, инициатива по сбору девайсов, она чуть отходит от темы, да, потому что мы включаем, целевой аудиторией являются не только девочки, но и мальчики, да. Бывали еще запросы от учителей, у которых, не знаю, не было там ноутбуков или телефонов, чтобы подготовить учеников на олимпиады или так далее, да. Или, опять же, та причина, по которой мы и начали, да, то, что им нужен ноутбук, чтобы вести уроки онлайн. Наш проект нацелен именно на расширение прав, расширение возможностей девочек посредством организации тренингов. Также мы изучаем такие темы, как лидерство, профессиональная ориентация, профессии будущего, гражданская позиция, да, социальная активность. Цель нашего проекта в том, чтобы девочки в будущем смогли стать сообщниками перемен, лидерами своих же маленьких каких-то сообществах, своих же селах, своих же регионах, в нашей же стране, в Кыргызстане, и добиваться самых больших целей не только в рамках своих сел, да, а в рамках Кыргызстана, в рамках какого-то большого региона, в рамках Центральной Азии, в рамках мира. Девочки, так как они были из села, они во многих случаях вот с такими глазами смотрели, когда я рассказывала, допустим, опять же, про личную гигиену, да, это самое простое, это самое базовое. И когда, допустим, рассказывала про гигиену, не знаю, про права, да, некоторые права они даже не знали, и они были удивлены, еще рассказали, что такого никогда не слышали, и это был первый раз. И вот это был какой-то, знаете, можно было сказать, уже маленький такой результат, что они уже информированы про свои права, как себя вести, как заботиться о себе. Я сама из города Джалабад, другие девочки из разных областей Кыргызстана, да, и мы сами знаем, каково это учиться в деревне, каково это получать образование, да, именно в отдаленных регионах Кыргызстана. Это дается нелегко, особенно девочкам, да, где у них не всегда хватает времени получать образование, да. И мы решили, что раз уж мы смогли как-то достичь своих каких-то целей, да, поучиться там за границей, да, то почему бы и нет, почему бы не рассказать об этом тем же девочкам, которые сейчас вырастают, да, нашему будущему поколению.